Привет всем! Сегодня мы погружаемся в тайну, которая будоражит умы историков и археологов уже не одно десятилетие. Речь пойдет о легендарном городе Чингу. Здравствуйте. Да, Чингу — это столица древнего народа Усуней, которая, как считается, располагалась где-то у берегов озера Иссык-Куль. И что самое интригующее, это, по сути, единственный город той эпохи, первого тысячелетия до нашей эры, который вообще упоминается в письменных источниках для этого региона. Просто представьте, целый регион, а город в записях один. Совершенно верно. И поиски этого города — это почти детективная история. У нас есть основной подозреваемый — подводное городище Сарыбулун. Именно о нем и пойдет речь. Мы разбираем сегодня источник, поиски Чингу, Сарыбулун и тайны Усуней. И главный вопрос, который мы себе задаем, может ли затонувшее городище Сарыбулун быть тем самым легендарным Чингу? Задача, прямо скажем, нетривиальная. Сарыбулун — это действительно крупнейшее известное поселение той эпохи в Иссык-Кульской котловине. Просто совпадение? Или это и есть ключ к разгадке? Будем разбираться. Давайте начнем с самого начала. С первого, так сказать, свидетеля. Это знаменитый китайский путешественник Джан Чань, II век до нашей эры. О, Джан Чань — это фигура легендарная. Его история сама по себе приключенческий роман. Он отправился с дипломатической миссией к народу Ючи. Да, и попал в плен к гуннам, хунну точнее, на целых 10 лет. Именно. Потом сумел бежать, путешествовал по Средней Азии, собрал массу ценнейших сведений. И вот считается, что он единственный из авторов древности, кто лично побывал в Чигу. Или, по крайней мере, где-то совсем рядом. И что же он сообщает? Есть какие-то зацепки по местоположению? Но тут начинается самое интересное и неоднозначное. Находясь, как предполагают исследователи, например, Бичурин, где-то в Фергане, или Давань по-китайски, Так. Джан Цянь узнал, что ставка у Суней, а Бичурин считает, что под ставкой и имелся в виду город Чигу, находится к северо-востоку от Даваня, и указал расстояние 2000 ли. 2000 ли? Ли — это же китайская мера длины. Примерно полкилометра, верно? Значит, около 1000 километров. Это уже что-то. Вот тут и кроется проблема. Эта цифра 2000 ли, она встречается в отчетах Джан Цяна и для других направлений. Например, расстояние от той же Ферганы до Кангюя тоже 2000 ли, и до Бактри снова 2000 ли. То есть это неточное измерение? Похоже, что нет. Скорее всего, это было такое, знаете, стандартное обозначение для «очень далеко на северо-восток» или «очень далеко на запад». Условность, а не точный расчет. Так что опираться только на эти 2000 ли довольно рискованно. Да, жаль. Первая зацепка и сразу такая расплывчатая. А есть другие источники? Может, более поздние или более подробные? К счастью, есть. Очень важный источник — это Цянь-Ханьшу, то есть история старшей династии Хань. Там приводятся уже другие цифры. Какие? Во-первых, указано общее расстояние от столицы Ханьской империи, города Чаньань, до Чигу 8900 ли. Это, конечно, огромное расстояние, и оно нам мало что дает для точной локализации. Логично. Слишком масштабно. Но там есть и другое, гораздо более ценное указание. Расстояние от города Аксу, в источниках он называется Вэньсу, до Чигу, и это расстояние 610 ли. 610 ли. Это уже чуть больше 300 километров получается. От Аксу. Так, Аксу — это город в современном Синьцзяне, верно? Да, совершенно верно. Это уже гораздо более конкретная привязка. Если мы посмотрим на карту и учтем наиболее вероятный путь из Аксу в Иссык-Кулье в древности. Через какой-нибудь перевал? Да, через известный перевал Бедель. Так вот, если отложить эти 610 ли, или примерно 305 километров, от Аксу по маршруту через перевал Бедель, то мы как раз попадаем Куда? прямо на юго-восточное побережье озера Иссык-Куль, именно в тот район, где и находится затонувшее городище Сарыбулун. Вот это уже очень интересно. То есть расчеты под Джэньханьшу указывают на конкретный район озера, и Сарыбулун там как раз и находится. Именно. Конечно, нужно делать поправку на возможные неточности древних измерений, но совпадение весьма показательное. Правда, стоит оговориться, что есть и более поздние хроники, например, Бейши, история северных династий, где цифры могут отличаться. Точность расстояний в древних текстах — это вообще отдельная большая тема, но указание из Джэньханьшу считается одним из наиболее надежных.
Хорошо. С местоположением наметился явный кандидат. А что мы знаем о самом городе Чигу, каким он был? Ведь Усуни — это же кочевники в первую очередь. Да, традиционно Усуни считают кочевниками. И источники это подтверждают. Говорится, например, что правитель Усуни жил в круглой хижине, обтянутой войлоками. Звучит как описание юрты. Похоже, но не совсем. Классическая разборная юрта с решетчатым каркасом, которую мы знаем, появляется несколько позже, где-то в середине первого тысячелетия нашей эры. А во времена Джантьяна, скорее всего, речь шла о другом типе жилища, тоже круглым, тоже крытым войлоком, но, возможно, стационарным или полустационарным. Что-то вроде неразборных жилищ гунского типа. Понятно. То есть не совсем юрта в современном смысле. Но ведь были и другие постройки, не только войлочные хижины. Безусловно, упоминаются постройки из глины, из камня. Возможно, были и срубные дома, деревянные. То есть это не был просто лагерь кочевников. Чигу был чем-то большим. А как же знаменитый дворец? Пишут, что для китайской принцессы, выданной замуж за усуньского правителя, построили специальный дворец. Это ведь должно было быть что-то основательное. Вот это очень важный момент. Конечно, дворец — это, скорее всего, не многоэтажное здание в европейском понимании. Скорее всего, имеется в виду богатая усадьба, построенная по китайскому ханьскому образцу. То есть, как она могла выглядеть? Представьте себе комплекс построек: жилой дом, хозяйственные помещения, может быть, амбар, кухня, какая-то дозорная башенка. Все это обнесено четырехугольной стеной. И характерная деталь — черепичная крыша, которая часто опиралась на деревянные колонны, стоящие на каменных базах. Каменные базы колонн? И что? Их находят? И вот тут мы подходим к самому, пожалуй, вескому аргументу в пользу Сарабулуна. При подводных исследованиях городища Сарабулун была найдена именно такая каменная база колонны. Монолитная, характерной формы, похожа на невысокий цилиндр или усеченный конус на квадратном или многоугольном основании. Это типичная деталь ханьской архитектуры того времени. Ничего себе. То есть это прямое вещественное доказательство возможного китайского влияния или присутствия? Или, по крайней мере, строительства по китайским технологиям? Да, это очень сильная улика. Найти такой артефакт под водой именно в Сарабулуне — это, очень серьезный довод в пользу гипотезы о Чигура. Это как найти визитку из прошлого. Впечатляет. А что еще говорит об облике города? Упоминается название Чигучен. Что значит это Чен? Чень по-китайски означает «город», но чаще всего укрепленное поселение, обнесенное стенами. Город-крепость, по сути. То есть Чигу был укреплен. Похоже, что да. Есть даже косвенные сведения в источниках, что гарнизон Чигу однажды выдерживал длительную осаду со стороны гуннов. А это значит, что укрепления должны были быть достаточно серьезными — валы, стены. Итак, давайте попробуем собрать все аргументы в пользу того, что подводное городище Сарыбулун — это и есть искомый Чигун. Хорошо. Значит, первый и главный аргумент — это местоположение. Юго-восточный берег Иссык-Куля. Сюда нас приводят расчеты расстояния от Аксу через перевал Бидель, зафиксированные в Цияньханьшу. Так. Второе. Второе — это масштаб. Сарыбулун — это очень крупное городище для своего времени и региона. Его площадь, плотность застройки указывают на то, что это был не просто сезонный лагерь или зимовка, а крупный постоянный центр. Административный, возможно, ремесленный, торговый. А Чигу как раз и описывается как главный центр, столица Усуней. Других таких крупных пунктов мы просто не знаем из письменных источников. Совершенно верно. То есть масштаб Сарыбулуна соответствует статусу Чигу. Третий аргумент — это находки, о которых мы говорили. Особенно важна вот эта каменная база колонны ханьского типа. Она указывает на возможные связи с Китаем и на характер застройки, который мог быть у дворца принцессы. Логично. А есть что-то еще? Может быть, само название? С названием интересно получается. Чигу часто переводят как «город Красной долины» или просто «Красная долина». А Сарыбулун ведь переводится иначе, что-то вроде «желтый угол» или «желтый мыс». Да, современное название Сарыбулун — «желтый угол». Но тут есть нюансы.
Во-первых, известный археолог Александр Натанович Бенштам, который тоже искал Чигу, отмечал, что долина, где расположен Сарабулун, действительно имеет красноватый оттенок. Это связано с произрастанием там особого вида полыни, так называемой верблюжьей пустыньки. То есть красноватость там все-таки есть. Да, по крайней мере, так отмечал Бенштам. А во-вторых, что еще интереснее, в топонимике Центральной Азии цвета сары, желтой, и кызыл, красный, очень часто взаимозаменяемы или используются для обозначения схожих оттенков рыжеватых, бурых. Есть много примеров, когда одно и то же место в разных источниках или у разных народов называется то красным, то желтым. То есть даже несоответствие названий «Красная долина» и «Желтый угол» может быть не таким уж и противоречием. Вполне возможно. Это, конечно, косвенный довод, но он, по крайней мере, не опровергает гипотезу и даже в чем-то ее поддерживает, указывая на цветовую характеристику местности, которая могла быть отражена в названии. Хорошо, аргументы выглядят довольно убедительно. Местоположение, масштаб, находки, даже название с некоторой натяжкой. Но давайте теперь о главном. Почему так важно найти и точно идентифицировать Чигу? Что изменится, если мы скажем «да, Сарбулун — это Чигу»? Это меняет очень многое в наших представлениях об истории не только Усуни, но и всего региона Центральной Азии в ту эпоху. Например? Во-первых, датировки. Археологические находки в Сарабулуне, особенно самые ранние слои, они уходят вглубь веков гораздо дальше II века до нашей эры, когда Чигу впервые упоминается в китайских хрониках в связи с Усунями. Некоторые находки датируются VII-VI веками до нашей эры. То есть почти на 500 лет старше. Да, это значит, что город на этом месте существовал задолго до прихода Усуни в этот регион. Возможно, это была еще ставка сакских вождей, которые жили здесь до Усуней. Это полностью опровергает гипотезу, что Чигу был основан какими-то пришлыми иноземцами, теми же китайцами или кем-то еще. Город имеет глубокие местные корни. Понятно, то есть история оседлой культуры в Присы-Кулье становится гораздо древнее. Именно. Во-вторых, это меняет наше представление о самих Усунях и их обществе. Если их столица — это не просто кочевая ставка, а полноценный город с каменной и глинобитной архитектурой, с развитым ремеслом, находят ведь керамику, изделия из металла, возможно, и с земледелием в окрестностях. То это значит, что Усуни были не только кочевниками. Совершенно верно. Это была гораздо более сложная культура, сочетавшая кочевой быт с элементами оседлости, градостроительства, ремесла. Это была, так сказать, полукочевая или полуоседлая цивилизация со своей столицей. Мы видим развитую городскую культуру там, где долгое время привыкли видеть в основном только степь и юрты. И третий момент. Вы упоминали связи с другими регионами. Да, в-третьих, идентификация Чигуи и изучение его материальной культуры подтверждает очень тесные и древние связи Присы-Кулье с другими культурными центрами Средней Азии, особенно с Ферганой, о которой говорил еще Джан Цьянь. Находки керамики, например, показывают это очень хорошо. То есть Иссык-Кульская котловина не была изолированным регионом, она была важной частью большого культурного мира Центральной Азии уже в первом тысячелетии до нашей эры. Получается, что поиски легендарного Чигу выводят нас к этому затопленному городищу Сарабулун, и если эта гипотеза верна, а аргументов, как мы видим, немало, то это серьезно меняет и углубляет наше знание об истории этого региона. Абсолютно. Идентификация Сарабулуна как Чигу — это не просто точка на карте, это ключ к пониманию целой цивилизации, которая существовала здесь тысячи лет назад. Цивилизации сложной, развитой и во многом до сих пор загадочной, скрытой под водами Иссык-Куля и под слоями, скажем так, упрощенных представлений о прошлом кочевых народов. История, скрытая под водой, это всегда будоражит воображение. И вот финальный вопрос, который напрашивается сам собой, на подумать нашим слушателям. Если Иссык-Куль действительно скрывает в своих глубинах столицу могущественных Усуней, какие еще тайны, какие еще, возможно, затонувшие города или поселения хранит это удивительное озеро? Какие еще открытия ждут нас, способные вновь изменить наше понимание прошлого Центральной Азии? Вопрос открытый. Иссык-Куль — озеро большое и глубокое, и история его колебаний уровня воды — это тоже отдельная большая тема.
Так что, вполне возможно, Сарыбулун — это лишь первая из многих подводных загадок, которые нам еще предстоит разгадать.